В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске о готовности к курортному сезону президент провел рабочее совещание в Гагре. Будущее Абхазии. Презентация программы партии «Демократическая Абхазия». Долгожданный подарок. В ряд медучреждений страны завезли наркозные аппараты. Началу курортного сезона посвящалось рабочее совещание, которое провел президент Рауль Хаджимба в администрации Гагарского района. О том, как республика подготовилась к курортному сезону, рассказали руководители соответствующих структур. Уже в июне в Пицунде и Гагре много отдыхающих. В июле и сентябре их будет значительно больше, прогнозируют специалисты. Многие турфирмы, организующие поездки в Абхазию на июль и август, сообщают, что практически все места в дома отдыха, гостиницы и отели забронированы. В своем выступлении Рауль Хаджимба назвал ряд решений по актуальным проблемам развития курортной сферы. Необходимо понять всем нам, что вот значительное количество объектов в той же Гагре остаются незадействованными. Взяли их в аренду, и по сей день эти объекты не работают. Стоят зияющими окнами, но подойти близко к ним невозможно. Это касается и объектов, которые взяты в аренду, и объектов частного характера. Пора понять, что дальше так продолжаться не может. И никто не должен будет потом уже обижаться, когда в судебном порядке будут изыматься все эти объекты. Знаю ситуацию, связанную с континентом. Это тоже уже набившая скомину ситуация. Я последний раз предупреждал тех людей, которые готовы были начать эти работы, но пока по сей день ничего не сделано. Я вот ставлю вас всех в известность, если в ближайшее время не будет этих работ по этому континенту, континент будет передан государству, то есть администрации города. Понимаю хорошо, какая ситуация складывается по дорогам и по водоснабжению. Немало было сделано за все эти годы, но предстоит еще сделать больше, чем то, что было потрачено и финансовых средств, и тех объемов, которые были сделаны. Вопрос мусора. Тоже тема злободневная. Мы погрязли в мусоре, по-моему, наверное, как никто другой. Никто за собой, по большому счету, убирать не хочет. Если посмотреть ситуацию, которая сложилась и в Гаграх, и в Гудаутах, это критическая ситуация. Через буквально короткий промежуток времени на этой мусорной площадке, на этом полигоне начнется работа людей, которые проявили инициативу, за свои деньги начнут перерабатывать этот мусор и будут очищать практически весь Гагарский район от этой темы, злободневной темы. Просил бы еще раз нас понять, тоже, когда мы говорим о необходимости улучшения качества сервиса. Я понимаю, что в одночасье изменить положение дел в этом вопросе будет очень сложно. Но нам надо учить людей. Но помимо учебы, мы с вами всегда называли себя очень гостеприимными людьми. В чем заключается наше гостеприимство? В том, что мы повышаем цены на товары, на продукты, даем некачественный продукт тому же отдыхающему, и он завтра к нам не приедет. Это наше завтрашнее будущее. Давайте мы будем очень аккуратно относиться к этим людям. После совещания глава государства посетил Гагарский стадион имени Даура Ахвледиани. Рауля Хаджимба приветствовали юные футболисты, боксеры и тэквондисты. Спортсмены продемонстрировали главе государства спортивное умение. Кроме того, президент еще раз поздравил голкипера сборной Абхазии Алексея Бондаренко с победой на чемпионате мира по футболу по версии КАНИФА-2016. Президент вручил голкиперу ключи от автомобиля Toyota Camry. Именно от нас ключи от этой машины, которая с номером 001. Вратарь. Расширенный репортаж совещания в Гагре в нашем эфире в пятницу.
В Народном собрании Абхазии прошла рабочая встреча депутатов с министром внутренних дел Леонидом Дзябшева. Выступая перед депутатами, Леонид Дзябшев представил расширенную информацию о состоянии дел в сфере правопорядка и борьбы с преступностью в стране. Рассказал о первоочередных задачах, стоящих перед органами внутренних дел Республики Абхазия, а также высказал некоторые предложения, касающиеся совершенствования законодательства. В ходе встречи, состоявшейся по инициативе депутатов парламента, ими были подняты вопросы, волнующие общество в настоящее время, на которые министр дал подробные ответы, сообщает пресс-секретарь Народного собрания. Как сообщает пресс-служба СГБ Абхазии, в селе Бчара Галского района, на удалении примерно до 1 километра от администрации села, сотрудниками службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с пограничным управлением ФСБ России в Абхазии обнаружен схрон оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По имеющейся в СГБ оперативной информации, данный схрон сооружен участниками диверсионно-разведывательных групп Грузии, возглавляемых Дату Шенгеля и Бакуром Булискерия. Также задержаны двое жителей Галского района. В интересах следствия их данные не раскрываются. В схроне обнаружено автомат Калашникова румынского производства, 1 единица, магазины и боеприпасы к нему, ручной противотанковый гранатомет, 1 единица, гранаты с запалами американского производства, 8 единиц, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, взрывчатое вещество тротил в количестве 500 граммов. В настоящее время СГБ Абхазии проводит следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Управление государственной статистики республики провело расширенное заседание, на котором подвело итоги деятельности за 2015 год и первого квартала текущего года. На заседании присутствовал премьер-министр Абхазии Артур Микваби. Репортаж Амры Амичба. Знать статистические данные по разным отраслям жизнедеятельности человека важно прежде всего для управленцев, отметила начальник управления госстатистики Кама Гогия. Изменения экономической ситуации в стране и мире сказываются на статистических показателях. Необходимо отслеживать ситуацию постоянно. Мы пользуемся не только своим информационным потенциалом, но и потенциалом и министерств, и ведомств, и других структурных подразделений. То есть у нас есть еще ведомственная статистика, которая предоставляет нам определенную специфическую информацию. Более 10 отделов управления занимаются ежедневным кропотливым трудом. На заседании их руководители сообщили о годовых показателях. С сожалением отмечалось, что наблюдается ухудшение статистической отчетности предприятий. По мнению выступавших, связано это с тем, что многие предприятия перешли на форму ИП, индивидуальных предпринимателей, а они не обязаны сдавать отчетность. Для улучшения ситуации, по мнению Камы Гоги, необходимо тесное взаимодействие с налоговыми службами. У нас нет специализированного отдела, который бы занимался первичной отчетностью или же вообще отчетностью статистики. Я думаю, в будущем нам придется создать такой отдел, который бы, исходя из потребностей и бизнеса, и государства, разрабатывал бы такую единую, унифицированную, единую форму отчетности, которая бы удовлетворяла бы всех. Для простых граждан интересен отдел потребительских цен, который просчитывает прожиточный минимум по продовольственным и непродовольственным группам товаров и по платным услугам. Мы рассчитываем ежемесячно прожиточный минимум на одного трудоспособного жителя. Прожиточный минимум составляет на 1 января составлял 6169 рублей, а сегодня он вырос до 6309. В течение 2015 года на 9% вырос уровень цен. Важность работы управления госстатистики отметил премьер-министр Артур Микваби. Глава правительства подчеркнул, что без статистики в стране невозможно никакие реформы и преобразования. Никакие реформы, никакие преобразования очень будет трудно сделать. Я очень надеюсь, президент надеется на вашу всю структуру, я имею в виду городские и районные, что к этому отнесетесь с пониманием, потому что выполняете большую государственную задачу. Очень она сложная, с одной стороны, но она очень нужна. Статистические данные по разным отраслям экономики страны находятся в открытом доступе. Вывешиваются на сайте управления, который был открыт недавно. За неполный месяц по поиску Абхазия в цифрах его уже посетили около 3000 человек из самых разных стран мира. Амра Амичба, Аста Мургошба, Абхазское телевидение. Республиканская политическая партия «Демократическая Абхазия» презентовала программу «Будущее Абхазии». По словам председателя партии Астамура Логуа, программа «Будущее Абхазии» – это форма государственной поддержки многодетных семей, воспитывающих детей, являющихся гражданами Республики Абхазия.
Предлагаемая программа «Будущее Абхазии» предусматривает оказание поддержки при рождении третьего и последующего ребенка, имеющего гражданство Абхазии, отметил председатель партии «Демократическая Абхазия» Астамур Логуа, презентуя программу. Но при условии, что родители ранее не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Для реализации этой программы, на наш взгляд, государство должно принять такую программу, я не знаю, в лице парламента для поддержки молодой семьи. Значит, вторым этапом, на наш взгляд, должно быть создание новой туристической зоны. Мы себе предполагаем, что это будет в Ачамчирском районе, и зона должна составлять территориально не менее 6-7 гектаров земли. Согласно представленной программе, государство выделяет каждой семье, в которой родился третий или последующий ребенок, участок земли размером 6 сотых для строительства объекта туристического значения. По словам Астамура Логуа, для развития депрессивных восточных районов подобные коттеджи предлагается построить в Ачамчирском и Ткварчалском районах. В программе оговаривается, что получатель не может перепродать сертификат, выданный на строительство коттеджа. По словам Астамура Логуа, строительство одного коттеджа обойдется в 500 тысяч рублей. И каждый участник программы «Будущее Абхазии» получает льготный кредит на срок не менее 3 лет на строительство коттеджа. А чтобы заниматься продажей туристических путевок в данную зону на срок окупаемости и погашения кредита, государство должно создать управляющую компанию, считают представители партии «Демократическая Абхазия». По мнению Астамура Логуа, презентованная программа в случае ее принятия государством будет стимулировать рождаемость и улучшить тяжелую демографическую ситуацию в стране. Елена Лолуа, Амра Амич, Басейд Айба, Абхазское телевидение. В рамках российской программы социально-экономического развития Абхазии в Сухум завезены 10 наркозных аппаратов для последующей передачи их в ряд медицинских учреждений страны. Наркозные аппараты производства США. Они были распределены между Центральной республиканской больницей, онкологическим центром, туберкулезным диспансером и Гудаутской районной больницей. Специалисты давно ждали такое оборудование. По причине отсутствия необходимых условий и оборудования в онкологическом центре в течение 5 лет приходилось проводить операции в отделении хирургии военного госпиталя в Агудзере. До ремонта мы ушли в Агудзеру. Было старое оборудование, старая аппаратура. Она полностью амортизирована, то есть она уже не функционирует. И мы длительное время, на протяжении 5 лет, собственно, оперировали в отделении военного госпиталя, Агудзерской больницы. Это накладывало большой отпечаток на работу онкодиспансера. В первую очередь, трудности возникали у самих пациентов, потом у самого персонала. Для нас это большая радость, да? Без которого до сегодняшнего дня операции на базе не проводились. Когда есть на самом деле шикарные операционные, где можно проводить большую работу хирургическую. Сегодня мы этому очень рады. Рад я, рад весь коллектив. Для нас это большое событие. Мы этого долго ждали. Благодаря поступлению нового оборудования качество работы онкологического центра выйдет на новый уровень. Буквально в течение 10-2 недель должна прийти еще другая аппаратура. То есть процесс оснащения больницы, онкологической больницы происходит. Аппаратура, которая в ближайшее время сейчас должна в течение 2 недель поступить, на самом деле, это благодаря правительству, которое поняло нас, это исследовательского уровня. То есть это выводит и лечение наших пациентов, и обследование. Туберкулезный диспансер также сейчас находится на стадии реконструкции. В рамках российской программы социально-экономического развития Абхазии сюда были доставлены рентгенографический аппарат, флюорографическое оборудование, наркозный аппарат. Осталось оснастить операционный блок спецосвещением, которое тоже поступит в республику в течение недели. На Алакове, Беслан Шинджери, Абхазское телевидение. Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия совершил инспекционную поездку в Атапскую пещеру Абрскил, а также проверил состояние сохранившихся башен от Великой Абхазской стены. Об этом специальный репортаж Ренаты Шакая.
Пещера Абраскил относится к сталактитовым пещерам галерейного типа. В ней можно встретить весь набор достопримечательностей. Потолки покрыты тысячами молодых сталактитов, галереи сталагмитов, сросшиеся колонны сталагнатов. Поражает своими масштабами огромный сталагмит высотой около 10 метров. По преданию, именно к нему и был привязан наказанный Абраскил. Протяженность пещеры Абраскил составляет 2700 метров. Но для туристов есть отведенный специальный маршрут. Он составляет всего 500 метров. Для тех, кто хочет посетить, при входе выдают специальную обувь, резиновые сапоги. Температура в пещере всего лишь 14 градусов, и она не меняется ни зимой, ни летом. Из пещеры берет начало небольшая речка. По ее подземному руслу и проходит большая часть тура. Поэтому все туристы обеспечиваются специальной обувью. Из-за невысоких температур внутри потребуется и теплая одежда. Пещера довольно интересная хотя бы из-за того, что экскурсия проходит по колено в воде. Хорошая подсветка сталактитов и прочего приводит посетителей в восторг. Так как мы приехали из Москвы на машине, решили обследовать Абхазию самостоятельно. И поехали в эту пещеру. Нас поразило то, что здесь вода. Обычно везде какие-то леса, ступеньки, по которым можно ходить. А здесь все так первобытно и интересно. Для нас это впервые огромное-огромное впечатление. Очень понравилось. Все так необычно, как в старину. Как будто цивилизации вообще здесь нет в этой пещере. В общем, вообще, да, это изюминка. И Абхазия очень нам ваша понравилась. Прям природа необыкновенная. Что касается туристического сезона, то в этом году пещеру открыли раньше запланированного срока из-за количества туристов. Как рассказал директор пещеры Абраскил Астамур Адлиба, за то время, что пещера была закрыта на зимний сезон, удалось привести в порядок освещение. Появились новые ступеньки, чтобы посетителям было проще и быстрее проходить маршрут. Если в прошлом году одна группа проходила весь путь за час, то сейчас, благодаря реконструкции, этот путь можно пройти за 40 минут. В этом году у меня в плане побольше инструкторов, чтобы турист приехал, чтобы не ждал. Сколько их у вас сейчас? У меня 4 сегодня. В этом году будет 4 человека. И они будут работать ежедневно вместе, все вместе. А раньше были у нас по 3 дня, они успевали. А сейчас, я боюсь, не успеют. Я взял 4 человека, они будут каждый день находиться здесь. Человек 15-20 мы сразу запускаем. Задержки никаких не будет. Недалеко от входа в пещеру можно увидеть развалины 2 сторожевых башен Великой Абхазской стены. Ее еще называют Киласурской стеной. Великая Абхазская стена тянется от устья реки Киласур по предгорью и спускается к устью реки Ингур. Из 279 выявленных башен в системе Великой Абхазской стены 275 приходится на участок Киласур-Ткварчал. Около сотен башен находятся в удовлетворительном состоянии. Остальные частично или полностью разрушены, отметил Батал Кубахи. Нам очень важно, чтобы вот эти объекты, они как бы за ними следили. Ну, насколько я знаю, раньше они были очень заросшие. Сейчас они более-менее в расчищенном состоянии. Видим, по всей видимости, это вот тот, кто здесь занимается туристами, не расчищает. Но мне хотелось бы еще больше, чтобы они были почищены. Мы их сейчас инвентаризуем, даем свой номер. У нас Киласурская стена идет под единым номером. Но на самом деле есть необходимость к этому единому номеру и раздробить его на другие. Почему? Потому что есть вопрос охраны, вопрос полномочия. Это находится в Ачимчирском районе, та часть в Гуль-Рифском районе. Периодически нам приходится обращаться в местные органы и идентифицировать объекты на их территории, потому что, соответственно, закону они несут ответственность. В прошлом году в Абхазии впервые была профинансирована государственная целевая программа по инвентаризации объектов культурного наследия. Программой предусмотрены мероприятия по установлению зон охраны объектов историко-культурного наследия страны. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. В поселке Гудзера Гулрипского района открылся центр обслуживания абонентов «Аквафон». Данный центр стал 14-м со дня начала реализации программы активного расширения сети собственных центров обслуживания «Аквафон».
Теперь жителям поселка Агудзера не придется ехать в столицу, чтобы купить сим-карту, подключиться к сети и стать абонентом Аквафон. Для удобства и комфорта реальных и потенциальных клиентов в поселке открыт центр обслуживания Аквафон. Здесь клиентов ждет высокий уровень сервиса, а также оперативное и качественное обслуживание со стороны квалифицированных специалистов. Сегодня знаменательный день для нашего поселка. Сегодня наша компания Аквафон открыла центр, чем, я думаю, наши абоненты будут очень довольны, потому что очень многие не могли выезжать на турбазу в город Сухум, в центральные офисы. А сейчас у каждого абонента появится возможность, чтобы они были услышаны. И мы по мере возможности поможем каждому нашему абоненту. Я думаю, все останутся довольны нашей работой. На церемонии открытия нового центра обслуживания абонентов присутствовали представители администрации Гулрыбского района, жители и гости поселка Агудзера. Торжественное открытие традиционно началось с разрезания ленточки у входа в центр. За 10 лет существования компании центры появились практически во всех городах и районах страны. Дизайн-проектом нового центра обслуживания занималась молодой дизайнер-архитектор Кама Кация. Центры обслуживания всегда являются местом проведения акции «Аквафон». Викторины, розыгрыши являются для компании одним из важных способов взаимодействия с абонентами. Именно поэтому «Аквафон» постоянно развивает программу расширения сети собственных центров обслуживания. То, что «Аквафон» открыл свой центр здесь, конечно, хорошо. Людям не надо ехать никуда. Здесь рядом, кто для отдыхающих хорошо, для местных хорошо. И вообще все новое, все всегда хорошо. Для гостей мероприятия, среди которых было много детей, компания «Аквафон» подготовила интересную праздничную программу, конкурсы и подарки. Амра Амич, Бальдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачность ночью и утром. Местами возможен дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19-21, днем плюс 28-30 градусов. Температура морской воды плюс 23 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.